Мальчики, девочек соблазняют тем, что они белорусы. Белорусом является каждый, кто против тирании. Но без этнических чисток же не прошло, ведь это же так получилось. Что у нас больше никогда не будет тирана. В это самое время Европа резала друг друга. Далось самодержавие ненасильственным путем. Мы будем говорить про национальную идею. Мы живем в мире наций. Место белорусов у сусвете. Циником выступаю здесь я. Ідэя X на Еўрарадыё. Усім прывітанне. В эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, вядучыя праграмы Зміцер Лукашук і басаногі філосаф Максім Гаруноў. У студыі толькі я, Максім, па сувязі, па зуму, так вось склалася жыццёвая сітуацыя. Але затое побач са мной экономичный аналитик Сергей Чалы. Добрый день, Сергей. Добрый день. Добрый день, Максим. Приветствую. Сергей уже был гостем нашей программы, але мы вырашили запросить... Первого сезона. Да, первого сезона мы вырашили яго запросить, працягнуть, размаўляць на тему национальной идеи, потому что от Сергея прогучали такие словы: трэба зрабіць работу над помылками. Я там не вельмі добра сфармуляваў. Але вот ведаеш, Сергей, я, рыхтуючыся до нашей программы, взял у руки одну книжечку, не буду ее демонстровать у эфир, потому что кажут, что нібыта она экстремистская, и зачитаю некалькі твоих выказыванняў. На мове оригинала, як яно гучала, Сергей сказал, это было гады 2 тому: мне кажется, у нас сейчас довольно странное состояние. У нас есть государство, которое не считает нацию своей, и есть нация, которая не считает государство своим. И одразу яшчэ одну цитату. Проблема в том, что у нас эту идею, национальную идею, ищут в прошлом. Странное государство без нации и странная нация без государства роются в прошлом. Отличается только глубина по версии государства. Мы партизаны времен Второй мировой войны, и древнее у нас ничего нет. Ну вот гляди, Сергей, 2 гады прайшло, але абедзве гэтыя тэзы, як наконт дзяржавы без нации и нации без дзяржавы, так и наконт вот галоўнай нацыянальнай ідэі мы партызаны, дарэчы, яе не так давно агучыў один, не будем называть прозвішча, чалавек, яно по-ранейшаму актуальна. Ну, про государство и нацию несомненно, а вот насчет того, что только в прошлом ищем идею, наверное, уже нет, не совсем. Как бы вот феномен прошлого года, да, переоткрытие и переформулирование, не моя идея, очевидная идея, да, вот той символики, которая стоит на грани, будучи признанной как бы экстремистской, да, то есть вот эта вот кровь на белом полотне, которую так часто мы видели на фото, там, иногда своими глазами, на видео, да. Вот. Та же самая легенда, вернувшаяся сейчас, то есть эти все символы, они становятся совершенно актуальны. То есть история к нам вернулась, понимаешь? И мы сейчас совершенно актуальный народ, ну, нация такой термин, который в политологии понимают, каждый, знаешь, что такое счастье, каждый понимал по-своему, да? То есть мы сейчас внезапно, благодаря событиям прошлого года, перешагнули от вот этих копания в прошлом, у кого там было длиннее, больше, там, к кому государству мы там, с кем вы воевали, там, и прочее. Вот, мы творим свою легенду сейчас, прямо сейчас, понимаешь? То есть, как бы национальная идея, это же что такое? Это же не то, что по телевизору рассказывают, да, и не то, с какими там речами выступают лидеры, да. Это те легенды и сказки, которые мы сами рассказываем о себе, да. Можно я перебью адразу, потому что хотел яшчэ одну твою цитату, и вот она аккурат зараз до места, потому что ты пачаў, что такое национальная идея. Але вот тады 2 гады тому я задал тебе конкретное пытанне: а национальная идея, яна ўвогуле нам патрэбная? И ты отказал: не знаю, а зачем? Вот, да. Вот сёння.
Сейчас происходит, как многие говорят, совершенно вот, то есть события, которые с нами происходят, это, несомненно, это рождение нации во всех этих смыслах, включая название фильма, который все вспомнили, да? Вот, это рождение в муках, это трагические события, это коллективная память о них будет невероятно мощной. Вот, если все будет хорошо, это будет как бы миф, и память о нем будет как такой билдинг-блок, да, кирпичик такой, замковый камень. Вот. То бишь она... И вот еще раз говорю, почему вот именно то, что сейчас случается, мы стали актуальны. Сейчас весь мир с замиранием сердца смотрит на то, что у нас происходит. Потому что впервые за много-много лет, десятилетий, я не знаю даже, да, появилась... То есть мы сейчас площадка для того, чтобы, как сказать, вот настолько обнаженного противостояния там, добра и зла. Да? То есть особенность этого момента в том, что вот есть такие... Там многие говорят евангельский там, момент, да, когда так легко определиться, на какой стороне ты находишься. Да? То есть как мало осталось людей, которые могут искренне говорить: ой, вы знаете, там, чума на оба ваших дома, ой, я там не интересуюсь, ой, мне там все равно, да, там, и так далее, и так далее. То есть вот этой срединности нет. Это вот именно те моменты, когда ты определяешься, кто ты во времени, о себе и так далее. Вот. И важно, еще раз говорю, то, что мы в этом смысле стали не то, что, знаешь, там, нации, которая пытается копаться в своем прошлом для того, чтобы выяснить, а что там у нас было, а мы можем гордиться настоящим и, возможно, даже и будущим. Ну, я, по крайней мере, в этом уверен. Вот, то есть мы стали абсолютно актуальны, абсолютно современны. И то, что наш кейс будут изучать потом многие там, годы и десятилетия в будущем, да, там, во всех, не знаю, там, вузах, синктенках, да, и так далее, это совершенно очевидно. То есть мы вернулись в актуальность, мы вернулись в современность. Я бы даже сказал, что мы едва ли не на переднем крае находимся. Вот это на самом деле очень круто. История творится здесь, и мы творим ее здесь. И то, как мы ее пишем и как мы ее напишем, вот такими мы и будем. Я, конечно, мог только догадываться, там, предполагать, что такое произойдет, да, но вот оно случилось. Это прикмета да. А вот эти «мы», о которых ты несколько раз сейчас сказал, «мы» – это кто? А мы – это те люди, которые ощутили себя целостностью и большинством победивших на выборах. Это 97%. Их, вероятнее всего, меньше, но как бы как мем, как миф, да, это вот эти люди. А как можно стать частью вашего «мы»? Во-первых, как сказать, понимаешь, вот фокус в чем, да? Что я вот сторонник того, что общественное мнение не существует, общественное мнение случается только тогда, когда о нем спрашивают. А есть только моменты, когда его спрашивают, это вот выборы. Да? То есть все остальное – это наши догадки. Можно сколько угодно там рассказывать, кто, где, куда и в каком количестве. Здесь совершенно очевидно, что это был единый порыв, потому что люди решили, что вот здесь, вот именно сейчас, вот именно в этот момент нужно выразить свою позицию. Именно поэтому это большинство, вот эта коалиция, значит, именно поэтому эти опрокидывающие выборы, потом украденные, значит, оно и состоялось. То есть это их общее – это плебисцит. Да? Это вот этот вот момент. Он был конституирующим на самом деле. Ну и потом, естественно, события первых 3 дней, коллективная травма, нанесенная оставшимися 3% людей. Вот. Как присоединиться, я не знаю. Как бы, если какой-то, то есть, если какой-то набор, символ веры, да, которым там нужно разделять для того, чтобы войти. Да, ведь об этом же этот вопрос, да? Да.
Вот. Ну, смотри, для того, чтобы мне стать эстонцем, ну, условно говоря, мне нужно выучить эстонский язык, и там, в общем, вход в эстонское общество по-настоящему, с гражданством и со всем остальным, это с уровня там, C2, по-моему. То есть это очень высокий уровень. Да, ты должен выучить язык, который очень сложный, ты должен выучить историю, ты должен знать Конституцию, ты должен знать, как устроена Ну, страна. это же немножко другая вещь. Это же это уже это существование национального государства. Мы же все-таки говорим о как сказать, вненациональном государстве и нации без государства. Вот, поэтому это набор, ну, что ли, символов, душевных устремлений там, и так далее. То есть мы это те, кто сейчас, условно говоря, там, на переднем крае борьбы с тиранией. Вот. А можете сказать, то есть сейчас, на данный момент, белорусом является каждый, кто против тирании? Если ты против тирана, то ты уже в некотором смысле белорус. Близко, очень близко. Я готов сказать, что это очень близко к тому. Я все еще не до конца готов с этим согласиться, потому что есть еще вопрос о том, как. Да? То есть вот не зря же постоянно, заметь, как с обоих сторон, с разных, сторон, значит, все упомянывают уборку мусора на массовых мероприятиях, снятую обувь и так далее, и так далее. То есть это особый способ противостояния тирану. Это такое, как сказать, уверенное, но в то же самое время не поддающееся на провокации. То есть вот это вот офигенное ощущение моральной правоты, вот, которое вылилось из этой ситуации, когда так легко определиться, ты с кем. Да, на стороне добра или на стороне зла. Вот. То есть это еще и определенное понимание того, как ты тирании противостоишь. То есть, если уж договаривать, я просто в первом своем спиче не дошел, да, то есть, почему мы актуальны? Потому что все сейчас смотрят, можно ли победить дракона, не став драконом. Понимаешь? Все мифы были об этом. Ланселот превращается в дракона. Мы сейчас пишем новый миф. То есть, и я же вижу, как у нас появляется все большее количество людей, которые говорят, ой, там у вас ничего не вышло. Ой. Ну, хотя мы знаем, что события, то есть несколько месяцев на исторической скале это вообще ничто. Мы прошли гигантский путь буквально там за несколько дней, на несколько месяцев. Вот. Говорят о том, что там, типа, без этого все равно у вас ничего не получится, все равно надо вот так, там, и так далее, и так далее. Она, там, заговоры, там, еще что-то. Ну, и мы видим, как какие-то дурачки на это ловятся. Но, тем не менее. Нет, совсем было не об этом. Да? То есть, выходы на улицу были не об этом. Это была демонстрация того, что мы знаем, что мы победили, ребята. Вы можете говорить все, что угодно. Мы знаем, что у нас было большинство. У нас есть большинство. Нет, мы не хотим превращаться в вас. Вы не сделаете из нас людей, для которых цель оправдывает средства. То есть, смотри, если в Беларусь попробует приехать Че Гевара, ну, условно говоря, и Фидель Кастро, ну, когда они были молодыми и вооруженными, то, скорее всего, они против тирании, но не как белорусы. Да, именно так. То есть, ребята, мы вас уважаем, но ваш путь не наш путь. Да, именно так. А вот если в Беларусь попросят какие-нибудь, знаете, там, радикальные пуритане из Канады, которые против службы в армии, против оружия и вообще такие... Нет, я немножко... Я немножко другое с помощью добродетели, да, там, ну, условно говоря. То, в общем, вот они примерно как вы. Нет, я все же думал, у меня был целый цикл же, да, экономики на пальце, которая была давно уже не экономика, вот с весны прошлого года, там скорее с сатьяграхой происходило, то есть с гандизмом, вот что-то вот это, понимаешь? Потому что он тоже ведь рисовал нациестроительство из вот похожих, очень похожих идей, да. Вот. Другое дело, что там ему было гораздо проще, пойми, да, то, что как бы гандизм подразумевает национально-освободительное движение против конкретно, да, там, внешней империи. Здесь же мы имеем дело с... Бабу-Ягу вырастили в своем коллективе, да, то есть вот это такой level up над гандизмом, да, то есть вот, но скорее вот это, то есть не, потому что, еще раз, смотри, то есть примеры, которые ты говоришь, я там служить не буду, там, это конкретно not in my backyard, да,
Это такой либертарианский взгляд. Оставьте меня в покое. Белорусы были такими. Они были, вот это нашей предыдущей идеей было там Don't tread on me и там Not in my backyard, да? Вот. Теперь это не так. То есть теперь все это наш backyard. Backyard это метафора нашего вот... это агора, понимаешь? Дворы – это агора. Это конституирующее место. Это там, где происходит обсуждение, вот эти сходы дворовые, которые обсуждают все вопросы. Я сам видел, как это работает. Да? Вот. То есть это не... Я не в одиночку против тирании и считаю, что значит, я против, и поэтому я как бы не участвую. Да? То есть это не... Это участие. Ты должен быть видимым. Ты должен быть видимым для других. Сергей, можно я вернусь до твоих слов вот про написание новых легендаў, вот это вот новых мифов, может быть, вот это их проходжение вялікага кавалку дороги за кароткі тэрмін. Вот гэта ўсё ці мае і якое мае значэнне ўсё ж таки да нейкага такого нацыябудаўніцтва, да сталення нацыі, ці можа быть стварэнне нацыі, вот як это? Нет, конечно, непосредственное. То есть как бы не мое наблюдение, но уже известное, да? Мне рассказывали люди неоднократно, как сейчас модно быть белорусом за границей. То есть там значит, моя подруга была на каком-то мероприятии международном там несколько месяцев назад. И говорит, мальчики, девочек соблазняют тем, что они белорусы. Ну, и это действует и наоборот. Понимаешь? То есть мы еще сами этого до конца не понимаем. То есть мы еще, как сказать, мы еще не понимаем того ореола, который на нас свалился, мы не научились им пользоваться. Не, Сергей, я ўсё ж таки вот на твой погляд гэта працэс, что вот мы нарэшце фармуемся як нацыя, дафармоўваемся, ці гэта сталенне вот, нет, еще раз, я же сказал не просто так, я же говорил, это переоформление, наполнение новым смыслом старых символов. Это не дооформление, это вот искалеченное слово модернизация, понимаешь? То есть, грубо говоря, внезапно там покрытые пылью и молью изъеденные знамена, да, они вот как бы сейчас они вот это тот самый момент, когда, знаешь, там когда вот они актуальны, да, то есть и на самом деле, да, круто же быть не только тем, кто там впервые их приобрел, а то, что там, я хранил их, там, и у меня было еще тогда. Там, то есть, вот это и преемственность одновременно. Но это и наполнение новым смыслом. То есть, это такой скачок из обсуждения о том, как у нас был золотой век, в момент, когда над нами история творится нами самими, а не вот где-то там. То есть, это... дооформлением я бы это не назвал. Я бы назвал это просто... актуализации, скорее. Вот как-то так. Переоткрытием. А что с вот формованием ці там, скажем, формуляваннем нацыянальнай ідэі? Вот як любілі казаць у свой час, там вот мы записывали программы там восенню, и нам казали, вот менавіта зараз на улицах и формулюецца нацыянальная ідэя. Сформулявали? Я не знаю, это ты должен говорить, ты же общался с людьми, сформулировали они? В прынцыпе, агучвалі розныя такія цікавыя думкі, але вот наколькі гэта ўсё ж таки сфармулявана яно было і прынята вуліцай, вот тебе бачыцца это? Смотри, тут еще один важный момент, о котором нужно говорить, да, то есть, несомненно, идея не сформулирована до конца. Почему? Потому что формулировка идей подразумевает еще и при превращении идей из мира идеального в мир как бы рутинной повседневной практики. Да? То есть нация совершается тогда, когда из идей там, Стюарта Милля случается там, перенятыми французами, там, случается террор. Там, и, вот французы выбрали террор в качестве конституирующего. Американцы сказали,
У нас тоже, мы наследуем британской политической мысли, но мы пойдем другим путем, да. Мы пойдем путем консенсуса, путем там писем федералиста, договор там, и так далее, и так далее. То есть вот это еще должна быть вещь. То есть должен быть акт, политический акт, конституирующий нацию, вот как физическое тело, да, то есть который закрепится в каких-то важных документах, который скажет, вот наш манифест, как, например, Декларация независимости США, там, как Декларация прав человека и гражданина во Франции, да, то есть вот мы, наш путь, вот он такой, да? То есть вот этого пока еще нет, это еще, конечно, впереди, но очень важно, чтобы, что называется, донесли, не расплескали, и это все легло на бумагу. И, ну, вот, как сказать, я там, без ложной скромности, да, думаю, что то, что я наговаривал, там, вот эти подкасты, которые в прошлом году, они потом, вот, ну, к ним можно будет обращаться и говорить, что вот, знаешь, это как Гамильтон блогерством там занимался когда-то, да, там вот эти письма федералиста, о которых он рассуждал, что происходит, что нужно делать и так далее. Чтобы... Это тоже как был такой вот камешек в основании. Но пока еще нет, конечно, нет. Можно вопрос? Вот ты сейчас говорил о том, что формируется какой-то новый вариант национального государства, который, в общем, привлекает внимание всех вокруг. На этот Новый год Светлана Тихановская выступила с поздравлением нации. Да, я смотрел. С Новым годом. И вот, на мой взгляд, я сидел, у меня был телевизор, и я смотрел подряд там французов, британцев, литовцев, поляков, латышей, и, по-моему, еще кого-то. Татар еще посмотрел. Ну, это так, для себя. И вот Светлана выглядела абсолютно как лидер стандартного национального государства, которое никак ничем не отличается от окружающих. То есть, ну, в общем, вышла избранный президент, сказала на национальном языке, ни разу не упомянув, не сказав на другом, втором государственном языке, на русском, ничего не сказав. И, в общем, это выглядело очень национально. Да, и это, в общем, такая же госпожа президент может быть и в Литве, и в Латвии, и в Эстонии. Мог бы ты сейчас как бы очертить какие-то вот контуры? В чем же разница? Разница не в том, чтобы смотреть, а в том, чтобы слушать. Выглядит, да. Очень нет, послушай, но это же ровно так же со всеми религиями, да, я очень люблю эту метафору. Да? Все мистические практики очень похожи. Они отличаются тем, что у человека в этот момент в душе. Внешне они одинаковы. Но это не значит, что эти религии одинаковы. Да? Ну, то есть, я не знаю, как мне... То есть, ты говоришь, вот, как это должно выглядеть? Выглядеть это должно, да, вот так. Потому что таков ритуал. Понимаешь? Это ритуал. Это, как, то есть, а у ритуалов есть свой смысл. Мы же все это прекрасно знаем. Да? У любой той же самой там, устоявшейся религии, да, есть писание, предание и ритуал. Они все эти части важны. Ты обратил внимание на ритуал. А различаются они писанием и преданием. То есть предание, предание готовится сейчас, писание будет еще. Извини, я перебью. Вот эта ситуация, когда ты говоришь, что какая-то новая страна, все новое, все по-новому, ни разу такого не было. Я до этого еще посмотрел... Ну, не все. Канады. Вот это вот, нет, пример доведения до абсурда не нужен. Вот, и я-то думал, что вот как бы, если это что-то новое, то тогда Тихановская упомянет и белорусский, и русский, и польский, и, возможно, даже какой-то из диалектов, которым пользуются в Пинске. Ну, то есть в Канаде бы сделали, наверное, так. Да, наверное. Вот такое замечание. Опять же, значит, Тихановская сейчас не в статусе, значит, лидера национального государства. Угу. Она в статусе, как сказать, национального лидера. Это разные вещи. Еще раз говорю, государства нет, оно не наше. Это разница, которая не позволяет ей там, даже при внешних вещах, да, быть похожей там, или такой же, как остальные. Окей, хорошо. А как должно быть? Вот, как хотелось бы? Вот из того, что сейчас происходит, какое проглядывается будущее? Ну, предположительно. Сколько языков? А вот, кстати, хороший вопрос. И мне, например, нравился момент, когда были 4 их. То есть я не вижу в этом никакой проблемы совершенно.
То есть, понимаешь, ну, если вот говорить о том, что через нас проходит постоянно, да, то ведь разделение многие, которые нас пытались провести, они же не прижились, да. И власть настолько, она же не современная и опоздавшая, она же все пытается там... У нас куда там? Украинцы, да, периодически врагами оказываются, поляки оказываются, там, чехи врагами, да. То есть везде у нас враги. Америка, там, еще что. Ну, ладно, я говорю про тех, где, в принципе, которые есть. Сейчас у нас поляки враги. Наши собственные поляки, они враги. То есть, и это, на самом деле, особенность прошлого дискурса. И здесь Лукашенко очень близок, на самом деле, в том числе, он каким-то образом, вот знаешь, как opposite attract, да, они крайности сходятся. Вот он такая же старая авторитарная личность, как, например, там, Зенон Станиславович, у которого тоже политика была, как нам разделить белорусов. Вот эти настоящие, а эти там с Русихованы, из Манкуртованы, типа, они не настоящие. Их там надо куда там, на Перековку, там, еще что-то, там, и так далее. Там, просветительскую работу среди них вести, пока они не станут настоящими белорусами. А нынешние не те. А у нас обратная ситуация, да? То есть люди осознали себя, то есть чем феномен Тихановской важен? Она была наименьшим общим знаменателем, и любые попытки говорить, а что-то у вас мало белорусского языка? Ну, хорошо, вот он, белорусский язык. А что-то у вас мало там национальных флагов? Ну, вот он, будут национальные флаги. О чем это было? Потому что она говорила, это не об этом. Нынешнее наше движение не об этом. Это было о формировании вот, значит, вот этой самой коалиции, которая объединялась на каких-то совершенно других вещах, и разделение провести не удалось. Понятно, что после эта коалиция не сохраняется. Там разные люди, они все разные. Но в этом же как раз и идея pluribus unum. То есть это все наши. Враги наши, да, то есть как бы они пытаются разделять. Тихановская была человеком, который впервые объединила. Именно поэтому она выиграла на выборах. Она сказала, все мои. Она вот продемонстрировала тот самый современный политический тип лидерства, где он говорит, вместо вот этого жестко я там и так далее, слушайте меня, слухай батьку там, и все в таком духе, там, да, жесточайше. Она сказала, ну вот я уже говорил, это концепт матернализма, я забочусь. I take care. То есть и все мои, понимаешь? Вот это новое. У тым грамадстве, якое вот ужо далей будзе вот эта модернизованная нация, вот все вот это... А так это уже заметь же, кто были... Вот, ну, это же феномен, да, откуда вот наша буржуазно-демократическая революция, да, кто был ее гегемоном? Это люди, свободные были люди. Ну, то есть многие неправильно понимают слово буржуа, тогда это был горожанин. Да? Но люди не закрепленные. Люди не в сословиях. Это люди, которые сами себя сделали. Которые обладают самым важным – самостоянием. Собственно, вот то, что и переводится словом суверенитет. Да? Они были суверенны уже внутри себя. Им не нужно было благодарить государство. Да? Спасибо партии за это. И так далее. То есть они начали предъявлять спрос на совсем другое государство. Понимаешь? Вот. И вот это важно. И они действительно в этом смысле современны. Это люди, которые конкурентны прямо сейчас на мировых рынках. Але вот для гэтых людзей, для гэтай мадэрнізаванай нацыі, калі мы ўжо гаворым ўсё ж таки пра беларускую нацыянальную ідэю, нацыянальнае пытанне, наколькі яно актуальнае, ці ставіцца, ці разглядаецца ўвогуле? У нас всегда вот это вот национальное. Вот игра с разными смыслами слов национальная, то есть эта игра на недоговаривание мне никогда не нравилась. Все последние там 20-30 лет никогда не нравилось. Мы говорим, какой нации? Политической? Или мы говорим только о титульной нации? Вот скажи мне, вот что ты сейчас вкладывал в понятие национальное? Этническая составляющая. Язык, история, прошлое. Вот с этим чего делать? Так этнических составляющих много, как мы знаем. И поляки есть, и украинцы есть. Вот я, например, один такой. Ну, я заўсёды казаў про тое, что вот тыя людзі, якія жывуць на тэрыторыі Беларусі, этнічны ты украінец, ці я этнічны беларус, ці там этнічны рускі, але калі яны падзяляюць нейкія агульныя каштоўнасці, яны просто ўсе беларусы. Вот яны живут... Хорошо, значит, и дальше тоже идет тогда еще одна манипуляция. Общие ценности какие? Они должны быть национальные.
Это равенство с ценностями титульной нации или нет? Или они шире? Ну, это вопрос. То есть, вот ты здесь живешь, давай, будь добр, там... Ну, ўсё ж таки, да. Будь добр, вот Беларусь, ёсць титульная нация, ёсць державная, так, как бы, мова. Ну, это еще... А вот это старое. Это старая, это логика гомогенизации. Станьте нами. Вы разные, но станьте нами. Потому что разделяйте означает именно это. Понимаешь? Добра, тады у вот новой Беларусі Послушай, я же вот, ну, там же, если читать вот то, что я тогда наговаривал, я же как раз об этом говорил, что логика гомогенизации, логика универсального языка, универсальных навыков там и так далее, да, она важна была в раннем индустриализме, понимаешь? Мы живем уже пост даже, черт возьми, индустриальном обществе, да, где люди могут коммуницировать не только потому, что, как раньше говорили, компактно проживают говорящие на одном языке там люди, да? Это, черт возьми, там 19 век. Сейчас другая современность, понимаешь? И вот эти вот локальные комьюнити, локальное сообщество, вот это вот конституирующая вещь, да? То есть и логика, вот, которая даже у тебя прослеживается. То есть я просто пытаюсь ее уже доводить до логического завершения. Да? То есть, окей, все наши. Но для того, чтобы стать нашими, надо стать такими, как мы. Потому что стать такими, как мы, и подразумевает не просто мирное существование всех, а вы должны разделять какие-то ценности. Это наши ценности. Они должны быть и вашими, чтобы вы стали нашими. А может быть, все-таки мы определим ценности не как ценности одной, пускай даже титульной, пускай даже конституирующей государства, совпадающей с названием. А все-таки ценности всех, кто здесь проживает, или как? Ну, то есть, начинаем с этого. Я не спрачаюсь, я просто удокладняю твое бачение. То есть, таким чином, вот, до прикладу, у новой Беларуси... Ну, потому что, когда ты говоришь про нацию, я все время говорю, то есть, давайте договоримся о терминах, что конкретно здесь подразумевается. Если это политическая нация, политическая акция конституируется чем-то, да, соединением воли, которая как-то высказаны, каким-то документом, ну, который как-то закрепляется, созданием государства и созданием, я не знаю, конституции, ну, обычно конституция, иногда это декларация. Понимаешь? То есть там вот и должны быть эти вещи высказаны. Я просто до того, что вот, может быть, уже потым вот у новой Беларусі с модернизованной нацией вот гэтые пытанні там мовы... Тем более, что, послушай, ну, тем более, что об этом же тоже многократно говорили, что тем более, что Беларусь же уже в старые времена, как раз когда решался этот вопрос национальный во всем мире, да, и, ну, опять же, смотри, ведь я когда говорил о ненасильственном пути, ведь не секрет же, что пока не было ни одного примера, когда национальное государство бы не образовалось без, значит, как бы здесь точнее выразиться. Ну вот посмотри, Югославия, да, которая была объединением, пускай искусственным, пускай это было, удерживалось только благодаря тому, что оно находилось там, фронтирное такое государство между двух цивилизаций, да, которые там в холодной войне. То есть вот напряжение между ними поддерживало существование, там, уничтожилось напряжение, оно распалось. Но без этнических чисток же не прошло, ведь это же так получилось. Пока не выгнали там, из Косово, там, албанцев, кого там угодно, там, да, сербы там, и так далее, пока гомогенизация не случилась, то есть логика древняя, вот эта вот, 19 века, она все равно преобладает до сих пор. Но ведь было же время, когда Беларусь была на самом деле ровно так же актуальна в мире, когда у нас была там, помнишь, самая передовая конституция и так далее. Она ведь чем была? В это самое время Европа резала друг друга. Из-за, ну, те же самые чистки, посчитай, только тогда, как это, чья вера, того и подданство, да? Тогда это было конституирующим принципом. Католики, гугеноты и так далее. А здесь было место, где принимали всех, где принципом была тутейшесть. Но державная мова была белорусская. Ну, потому что какая-то же... Подожди, государственный язык – это язык делопроизводства. Давай об этом говорить. Ну, то есть, опять же, в современном мире я не вижу проблем в электронном правительстве иметь их несколько. Ну, опять же, это вопрос сейчас договаривания, это вопрос не о ценностях, это вопрос об инструментах. А я говорю о том, что здесь вот этот вот принцип тутейшести, о том, что мы
не режем друг друга из-за разницы во взглядах, из-за разницы мировоззрений. Мы мирные люди. Не надо нам бронепоезд там на запасном пути там, и так далее, да? Из серии там, если что, там и прочее. Ну, мы же знаем, что и такие были примеры, и многие их очень любят. История там Могилева, пора там и прочее, да? То есть у нас уже был пример, когда мы говорили, что можно. То есть традиция некого общего делания, республика, без того, чтобы, значит, вы становитесь нами, или мы становитесь вами, там, или... Значит, или там мы вас вырежем, или что-то еще. Да? Принцип того, что, про который я уже рассказывал в прошлый раз, как я говорил про курда, который мне говорил с удивлением, как его пытался остановить, значит, патруль на вокзале. Человек, проходящий мимо, узнал его, он кальянщиком работал, он сказал, не трогайте его, наш. На него гигантское впечатление произвело вот это наш. Наш, тут и наш. Понимаешь? Он выглядит совершенно не так, как мы. Его родной язык другой. У него флаг может быть в голове другой, но он наш. Вот что такое вот это наш? И мы сейчас это делаем, понимаешь? Мы снова вернулись вот в эту же актуальность. Что можно быть нацией без того, чтобы вырезать врагов, которых мы считаем не нашими. Можно. Окей, тогда получается так. Я подведу итоги. В центре Минска где-нибудь там стоит статуя свободы. Не такая, как в Нью-Йорке, но вот примерно какая-то Мария вот Колесникова, своя рвущая статуя паспорт. Значит, рядом с этой статуей свободы стоит музей, в котором хранится, как величайшая реликвия, уставная грамота, которая, в общем, тянет на декларацию вполне себе. И там еще, в общем, можно где-нибудь там в музеях понасобирать документов, где белорусы рассуждают как раз вот о свободе и о равенстве всех перед законом. Да, общей точкой для всех белорусов является мнение о том, что у нас больше никогда не будет тирана, вообще никогда. Во-вторых, у нас всегда будет справедливый суд. И в-третьих, свободы, которые мы тут для себя считаем важными, гарантированы всем. Все остальные вопросы, язык, там, вероисповедание, цвет кожи, пол, там, сексуальная ориентация, это все как бы вот решается в рамках суда, дебатов в парламенте и так далее. И вот это вот будет как бы... И в этом особенность Беларуси, потому что Беларусь как проект запускалась как обычное национальное государство, ничем не отличающееся от проекта там, Чехии, там, не знаю, Финляндии. А здесь как бы бабах, и у вас Канада. Ну, это просто как бы... Это не Канада, это США. Это США назвал на самом деле. Потому что статуя свободы, конституирующий документ, декларация. Ну, и я бы сюда еще раз говорю, вот да, ты не зря упомянул Писание как... Смотри, я абсолютно с этим согласен. Больше того, я как раз и считаю, что... Извини, и еще этот самый мемориал Ганди. Ну, как бы, нет, он был белорусом. Нет, не Ганди, конечно. У нас хватает своих фигур для этого. Ну, и Ганди тоже. То есть брат там, Вацлав Ластовский вместе с Ганди. Нет, я еще раз, как бы у нас хватает своего пантеона, и я думаю, и сейчас прямо у нас этого пантеона будет еще больше. Прямо сейчас происходит это. Ты сказал, ну, то есть, как бы это похожесть на Америку. Абсолютная похожесть, абсолютно. Я совершенно с тобой согласен. Я как раз-таки и говорю, что то, что сумели сделать американцы, значит, как сделать так, чтобы у нас не было тирана? Какую придумать систему? Да? Как сделать так, чтобы люди все вот разные там... Я очень люблю книжку про Америку «Альбион Сид», «Семя Альбиона», где рассказывается о том, как она... Ну, всем рекомендую, какие разные культурные влияния там были, как они создали Америку. Америка – это на самом деле не национальный проект. Это вселенский проект, ты понимаешь? И они себя так воспринимали. И я готов... Я буду только рад, если этот вселенский проект, он окажется с нашим... Ну, как бы это же всегда реализуется через что-то, да? Это же не сферический конь-вакуум. Он реализуется конкретными людьми, в конкретных обстоятельствах и так далее. Но принцип, да, я абсолютно с этим согласен. То есть те атрибуты, которые ты назвал, но ты опять же обращаешь внимание на внешнее. Это, да, ритуалы, да, как бы они должны быть схожи, и очень хорошо, что мы именно, как сказать, в Америке, да, нашли эту похожесть. Вот. А разница, да, это то, что у нас будет в голове и в сердце. Я вельми, вот мне подобается. Больше того, я даже, опять же, продолжаю, извини, пожалуйста, что я перебиваю,
Это же продолжение того, что я говорил в прошлый раз, да? Ведь как Америка создавалась? Ну, то есть мы... Понятно, потом она творит свой собственный миф о вооруженных бандах Нью-Йорка, которые там ограничивают своими пистолетами власть любого шерифа, да? Но ведь она же конституировалась снизу вверх. Договариваться же... Ведь что такое были письма федералиста? Это была попытка убедить разные уже существовавшие конституенты, да? Какой-то общей идеей и так далее. И вот эта вот традиция федерализма, она на самом деле же у них сохранилась. Но это... Мы понимаем это как федерализм, а на самом деле это вопрос местного самоуправления. То есть идет снизу. И у нас сейчас это идет снизу. У нас конституируется нация в этих вот локальных агарах, в этих самых дворах, понимаешь? В этом смысле мы похожи. Сергей, я таксама вельмі за тое, каб не было ніякіх этнічных чыстак. Цалкам падтрымліваю вот все вот что-то так вельмі эмацыйна тут выгаворываў. Адно мяне вот вельмі засмучае, калі такое здарыцца. Калі вот па выніку вот да, сучасны свет, да, глобалізацыя, да, вот і ўсё астатняе, але калі ўсё ж таки беларуская мова знікне, калі мы забудземся на сваю гісторыю, сваю культуру і свае традыцыі, ці гэта ўсё ж таки не суть важна, а галоўнае вот... Любой язык важен из тех, которые здесь есть. И, в принципе, если мы вспомним первую не очень удачную попытку конституирования государства, там были 4 языка. Это же, ну, о чем? Это же не о том, что как неудобно вести делопроизводство на 4 языках. Это о том, что они должны существовать и дальше. Ну, то есть это ценность, понимаешь? В принципе, добрый вариант. Мы не один раз таксама казали про тое, что альбо вернуться вот як было у БНР-4. Плюс, понимаешь, вот еще один, ты говорил историю, про историю я не ответил, да, там, забудем историю. Ну, как можно ее забыть? Понимаешь, нет... Что такое история, да? Это допрос историка по отношению к прошлым фактам, да? Не диалог ведет, а допрос. А это идеология, обращенная в прошлое. История – это всегда интерпретация. Понимаешь? Но при этом, как бы еще раз, я об этом многократно говорил, нация живет только тогда, как субъект, когда она имеет за собой понимание непрерывности историй. Не то, что мы там, знаешь, там был период, в течение которого там, мы его своим не считаем. Там, кто-то начинает там, до этого момента, там, значит, до Советского Союза, типа Беларусь была там этот миф из советский, там, панская Польша, там, еще что-то, значит, и так далее, да. Все наше, и история вся наша, понимаешь? То есть и задача, на самом деле, не в том, чтобы изнасиловать факты так, чтобы они разделяли наши взгляды. И тогда это станет нашей историей. Это тот же подход этнических чисток, только к прошлым людям, к мертвым уже. Это попытка это все сделать нашим, понимаешь? Ну да, а то у нас нам хочуць прадаць такую гісторыю. Вот быў пусты лес, а потым раптоўна у ім завяліся самі, да, партызаны. Да. Вот, и так пачалася... С помощью диверсионно-разведывательных групп. Так пачалася беларуская нацыя. Нет, конечно. Сергей, на завяршэнне. І ўсё ж таки, таким чынам, беларуская нацыянальная ідэя ад Сергея Чалова, версия 2.0. Это не моя работа формулировать в виде таких вещей. Слухайте мои подкасты. На самом деле, я просто очень многословный человек, мне сложно удаются такие, знаешь, вещи, которые потом будут там цитироваться как крылатые, но на самом деле Максим же ведь практически сформулировал ее. Да, то есть... Для этого его и трымаем. Да. То есть я к тому, что... я к тому, что, еще раз, есть 3 вещи, которые образуют нацию. Собственно говоря, все сообщества человеческие держатся на 3 вещах. Писание, предание и ритуал. Вот. Значит, ритуал, по всей видимости, он отработан уже веками. Внешнее то, что работает. Тут мало что придумаешь. Предание творится прямо сейчас, писание будет позже.
Вот как-то так. То есть мы пока project in the making. Максим, ты ўсё ж таки як штатны формулёўшчык Да, в конце концов, думак чья это работа? думак наших гостей таким вот больш я не ведаю так больш прыгожым слоганам можаш выказаць ідэю, якую зараз нам апісваў вельмі эмацыйна і шматслоўна Сергей. Долой самодержавие ненасильственным путем. Прекрасно. По-моему, оно так звучало. Ну да, сейчас именно так. Ну таксама прыгожа. Дзякуй вялікі, Сергей. Вось такі кубачак ад праграмы Ідэя-Ікс, Еўрарадыё і крамы Сімбаль Бай, хоць зараз яна толькі ў віртуальным выглядзе існуе, тым не менш. Дзякуй вялікі, гэта табе на памяць. Сергей Чалы, Максим Гарунов и Змитер Лукашук. Всего доброго. Да. Спасибо за приглашение.